Гепатит С – вирусное поражение тканей печени, протекающее с диффузным воспалением. Есть две формы этого заболевания – острый и хронический гепатит. Медики объясняют, что в первом случае инфекция проявляется недомоганием, потерей аппетита, тошнотой и сопровождается температурой, а хронический выявить трудно. Заразиться можно в основном парентеральным путем. Это при переливаниях крови, в основном при оперативных вмешательствах, при каких-то инъекциях. Ну так, в бытовых условиях тоже можно заразиться, но там просто более маленький риск возможного заражения. Это заболевание не зря называют ласковым убийцей. Длительное время человек может попросту не знать о том, что он заражен, и не предпринимать никаких мер для лечения, что в конечном итоге приведет к летальному исходу. Как таковых признаков, чтобы суметь выявить заболевание, нет. Чаще всего его обнаруживают на скрининговых обследованиях. Выявляют повышенные печеночные показатели. И чем дольше пациент не лечится, тем больше негативных последствий его ждет. Уже в таких поздних стадиях заболевания гепатит может привести к циррозу печени, то есть когда нормальные ткани печени замещаются соединительно-тканными, и она уже не выполняет свою функцию, как она должна ее выполнять. Ну и онкология, гепатоцеллярная карцинома. Но от опасной инфекции вылечиться все-таки можно, а если выявить ее в срок, то вероятность удачного исхода 99%. Для этого есть препараты, которые препятствуют размножению инфекции внутри клеток и восстанавливают функции печени. Специфическое препаратами прямого противовирусного действия, ничего сложного нет, там на протяжении определенного количества времени, индивидуально у каждого пациента, необходимо принимать таблетированные препараты. Никаких там капельниц, чего-то такого нет, абсолютно все очень просто. Ну и здоровый образ жизни, диета какая-то там, плюс к этому бывает. Ежегодно от заболеваний печени, связанных с гепатитом С, умирают около 400 тысяч человек. Он имеет многочисленные штаммы. Нашу республику это тоже не обошло стороной. В Центр лечения хронического гепатита С поступило более 100 человек, заболевшие как молодые люди от 20 лет, так и пожилые. Им проводится полное медицинское лечение. Где-то 50 человек, которых мы уже вылечили. Да, и мы просто ведем уже диспансерное наблюдение за ним, потому что определенно там до 6 месяцев они должны у нас находиться на наблюдении. Но есть, конечно, те пациенты, которые, бывает, уже дошли до цирроза, у кого уже онкология, кому ты вот эти факты изменить не можешь. Цирроз и онкологию мы от этого не вылечим. Но гепатит тоже лечим для того, чтобы это более дальше не прогрессировало и для улучшения качества жизни больного. С 22 по 28 июля в России прошла неделя борьбы с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Задействованы были больницы всей страны. Врачи рассказывают об этой инфекции и призывают сдавать анализы, чтобы не попасть в зону риска. В 2024 году анализ на гепатит С включили в диспансеризацию. Жители старше 25 лет могут пройти скрининг бесплатно. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.